И здесь еще надо учить. Вот наша родовая башня. Вот я помню, как-то я в 80-м году, по-моему, был в Ипенкале, каждое лето выезжал в горы. И там, значит, возник очень бурный спор. Но они оба старше меня, они были из Гёри, Чайчу. И вот они поспорили, чья это башня. Один говорит, это башня моего предка, другой говорит, это башня моего предка. И когда я их постарался примирить, я говорю, так, они оба из этого Гёри, Чайчу. Я говорю, да поймите, эта башня, у вас предок-то один был. Эта же башня построена не 100 лет назад. Это уже не родовая даже башня, а у этого человека, который построил эту боевую башню, от него уже потомство, видимо, дало несколько родов. Вот, кстати, о роде, что мы заговорили, вот, у нас говорят, вот Тейп путает с родом. Дело в том, что Тейп – это территориальная организация. Род, вот у нас говорят, вот, например, я помню имена 7 предков. Дело в том, что не в том, что вы помните имена 7 предков, а то, что вы знаете своих предков, 7 предков, и знаете от них ответвлений. Вы знаете своих родственников по роду. Даже если он переселился на равнину, он ушел куда-то, но они постоянно знали своих родственников. В первую очередь для чего? Чтобы не было бы кровосмещения, чтобы когда женится или выходит замуж. Во-вторых, если произошло какой-то, например, скандал. Между тейпами, там говорят, вот, между тейпами разгорались, между тейпами споры не разгорались. Сколько я разговаривал, беседовал со стариками, кстати, вот как вот Аксакал. Аксакал это не наше слово, не чешское. Это Аксакал, это у казахов, у киргизов, в Средней Азии, у них Аксакал. Вообще к нам не подходит. И вот Аксакалы, мы спросили, сидит парень, ему лет 25, он говорит, Аксакал. Кто такой Аксакал? Оказывается, там лет 60-65, ему Аксакал. Но мне уже под 70 лет. Я, например, в 79 году Хачар. Хачар, там, значит, по-моему, селение Гамх. Там работал, директором школы был Султан Дадаев, заучем был Хасан Яхья. Хасан Яхья был из Токат, Султан Дадаев был из Чайчу. Да, Хасан учился на университете. И они мне сказали, мол, приезжай, и здесь есть старики, там кое-что материал. Вот я был там. Это в декабре 79 года. И там был старик. Они говорили, что ему, наверное, лет под 110. Ну, за 100 лет. Вот, меня специально повели. Ну, я несколько часов с ним беседовал, расспрашивал. Он помнил еще это самое Омадуева, вот это восстание 1877-78 года. Очень много материалов, да, там, где были эти мельницы, где были токарные станки водяные, там оружейники, имена, фамилии товаров. Вот он как раз старик, он как раз помнит то, что люди, которые учили в советской школе, здесь уже надо осторожно подходить к вопросам и языка, потому что они уже получали информацию постороннюю. Они прямой информации не получали, особенно после возвращения с депортации. Потому что у стариков осталось мало, и у стариков они не спрашивали. Сейчас могут, естественно. Поэтому появляется сложно. Например, вот тейпы, они, значит, тейпы выбирали людей выборных, которые в стиле, там, в кровном месте, если у тейпа. У тейпа в кровном месте не было, во-первых. Во-вторых, наемные люди, даже из одного тейпа, кровную месть исполнять, они не имели права, потому что автоматически они получали кровную месть. Кровная месть может распространяться и могут исполнять только до троюродного брата.
Это как они, старики, объясняют. До троюродного брата могут исполнить. Мстить можно только до троюродного брата. Понимаете, в чем дело? Поэтому надо смотреть. Имена 7 предков, 7 предков. 7-й предок – это родоначальник. А вот, например, мои 7 предков, 7-й предок, он родоначальник. Я из рода, например, возьмем его имя, Эл. У него сын, например, Дан. Мой сын уже из рода Дана. Я из рода Эла, из Гара Дана. 7-й предок – это родоначальник. 6-й предок – это Гар, ответвление. Потом идет, значит, Мети. Вот говорят, вот мы из-за какого-то Мети. Но дело в том, что это затормозилось. Я помню, когда в 1968 году приехал из Турции, был, по-моему, Рехик Владимир Ченко. И он говорил, вот я из такого-то Мети. Но дело в том, что это когда его предок уезжал в Турцию, переселялся в 19 веке, он был из этого Мети. А сейчас этот, тот, который был у его деда главой Мети, для него он уже как глава рода. Понимаете, род это не постоянная единица. Каждый этот самый, например, род, он делится на гар. Этот гар через поколение становится уже родом. Это уже совершенно разные, 2-3 рода. Их дети Мети, они становятся уже как главы Гара. Вер, Гар, Мети, Ца. Ца – это уже родственная семья. Цанцина, это близкие родственники. Вообще-то избегали брачные иметь связи между представителями одного рода. Но среди представителей одного отца это уже было вообще запрещено. И они всегда, в случае чего-то, когда происходило какой-то там спор, там, кровопролитие, собирался весь род. Поэтому надо было знать не имена 7 предков, а надо было знать потомство этих 7 предков. Поэтому каждый знал, что своего отца, деда, прадеда, и они могли друг друга найти. Это для этого запоминания. Они просто вот сейчас уже на некоторые фантазируют, там, 7, а я знаю 15 имена предков. Это хорошо, что знают имена этих предков, сохранили. Но не знают они родственников по этому роду своих, не знают, потому что люди расселились. После Кавказской войны огромное количество сел уничтожалось, как этот самый Берже, в Чечне нет ни одного аула, который сжигался бы меньше одного раза. После Кавказской войны русская администрация специально, люди, которые жили до войны в одном селении, они их раскидывали разные. То есть разорвать родственные и вот такие отношения. Понимаете, о чем? Поэтому тайп – это объединение разных родов, многочисленных родов. И эти рода увеличиваются, потому что если, например, человек вышел из какого-то рода, 300 лет назад переселился куда-то на равнину, еще до Кавказской войны, то он уже сам является родоначальником. И вот представляете, сколько этих родов, которые были близко родственны. А они связь между собой потеряли. И доходит до того, даже сейчас, вот возьмите, вот споры были в интернете, там насчет земли, вот это, там чеченское, такое-то, такое-то. Вот эти споры между чеченцами. Ну возьмите среди чеченцев.
Ну, с чем я сам сталкивался. Вот я просто был удивлен, когда, например, разговариваешь до Чинхо, кто ты? Я из Тейпа Чинхо. Да, ну я тоже Чинхо. А, нет, ну я не Ламру, я не буду. Подожди, а откуда ваш Тайп произошел? А мы отсюда всегда жили. Ну подожди, если ты Чинхо, а Чинх находится в горах, потому что Тейпы формировались в горах. На равнине Тейпы не, вот говорят, вот равнинный Тейп. Нету никаких равнин. Тейповая организация сотни лет назад на протяжении веков складывалась именно в горных ущельях. Древних сложившихся аридных котловинах. Это экономические зоны, они объединялись вокруг ближайших сел вот, в единое целое. Вокруг какого-то центра. Понимаете, в чем дело? Но чеченцы, которые не хотят ни в коем случае, чтобы их предки, то есть они не признают своих предков, понимаете, в чем дело? А, Томченко. Ну, Шалажи, вот я раскопки делал когда-то, 89-й год. А, Томченко, Ченха Хелишу. А Мечахи, где это? Ламча. А, Коламру, да. Подожди, а Ламру Хельшу Кудушин. Ламча, да, если мы говорим о чеченцах, коренные чеченские тейпы, они все вышли из гор. Вот говорят, а нет, у нас есть пришлые тейпы. Но пришлые тейпы это не тейпы, это не происхождение с какой-то одного центра там. Это люди, которые переселились там с соседних регионов или откуда-то. И на вопрос тейпа Милу, тейп, кто ты по типу, это в принципе такой вопрос. Она отвечает, например, там, Совумки, Садаху. Но это не значит, что это чеченский тейп. Он чеченец сейчас. Но предки его вышли, например, из откуда? Из Дагестана, например, из Даргинец его предок был, другого был Лакец, был, третьего Кумут. Вот чеченский тейп есть, равнинный, есть горный. Да нет, на равнине тейпы не складывались. Есть тейпы только, которые в горах формировались. И вот тут начинается уже сейчас тенденция пошла какая? Вот, как я сказал, в последнее время началась очень интересная тенденция. Дело в том, что чеченцы, как народ, начал складываться несколько сот лет назад. Это очень долгий процесс. Родственные, по языку, по своим экономическим интересам. Люди, они постепенно объединялись в территориальное общество, этнотерриториальное общество, как тейпы. Они, эти тейпы, объединялись вокруг какого-то центра. И вот сейчас пошел обратный процесс, деградация, потому что сейчас чеченцы, они не сплачиваются, а идет как разброд. Это не только отношения между чеченцами и душами, это отношения и среди чеченцев. И эта тенденция, она постоянно инспирируется, поддерживается сверху. Потому что народ развивается только когда он свободно живет на своей территории. Или когда государство, оно действительно не лезет в личные дела народа и язык. Понимаете, в чем? И вот сейчас пошла тенденция. Например, Чинхой, тейп. И вдруг они говорят, а мы тейп Бучунги. Подожди, а как это тейп Бучунги? Откуда это тейп? Они отдельно. Вот у нас предание, что Чинхой, Гучинги и Нихлой от 3 братьев. Да, да. Но дело в том, что до революции зафиксировано в предании. Они говорят Чинхой, Гухой, Нихлой от 3 братьев. 3 братьев это условно. 3 брата. Ну, вот, естественно, у многих народов вот это, знаете, как предков как-то думают, что от 3 братьев. Здесь не буквально 3 брата. А дело в том, что вот эти жители Нихла, жители Гута и Чинах,
Они с древнейших времен имели очень близкие контакты, родственные отношения, и они считали себя близкими. И вдруг, значит, это заявление, Гучинги это отдельный тейп. Вот мы, Чинх, подожди, ну Чинх, что такое Чинх? Чинх это территория. И на территории Чинх таких населенных пунктов, как Гучиха, таких населенных пунктов несколько десятков. То есть вы братья не с Чинха, а вы братья должны быть Башинги, Гучинги, Мускалай, Ушкалай, Данкалай, Денкалай, Соункалай, и пошло. Мужик Элары, Билбасы, Базанты, больше, я хочу. Тогда они тоже получают стоит. Раньше, например, говорили Чеберлой, теперь нет, мы не Чеберлой, мы отдельно тейп. Ну вот Нижлой. Нижлой, она на равнину, когда переселились, какие-то привычки. Откуда? Нижлой. Ну, Нижлой это селение. Нижний Чеберлой, это Нижлой, оно на границе Шатоя и Чеберлоя. Там еще селение есть какое? Богуча. Богача. Богача. Бога – это сосна. Богач. Суффикс места. Богач. Сяньюя. Богачую. То есть место, где растет сосна. Богучарой – это рой, исходный суффикс. То есть выходцы из места, где растет сосна. Но это не тейп. Гучинги тоже не тейп. Ну хорошо, Гучинги сегодня тейп. Но завтра Мускалой тейп, Верделой тейп, Тумер Эркой. И начнется, каждое селение начнет тейп. То же самое, что произошло. Ну это, конечно, инспирировано было как? Когда Мамакаев, Мухаммад Мамакаев. Ну, он был партийным работником, но его поэт, очень хороший поэт, кстати. Я читал его книги, произведения. И вот ему обком партии дал, потому что основная цель, вот говорят, Советский Союз, интернационализм был на словах. На деле надо было народ разложить, чтобы постепенно он ушел от своего языка, чтобы он постепенно потерял свои связи. Поэтому дали задание. Вот надо написать, что чеченцы, они жили до установления советской власти, до прихода русских, это родоплеменные отношения. Поэтому надо сказать, что тейп – это род. И надо, чтобы эти тейпы разбить побольше. И кроме того, сравнить с чем? Сравните там, например, индейские родоплеменные отношения. Вот ему дали установку, это как говорится, в русле советской социалистической методологии. Он взял, значит, сейчас у меня память плохая, по-моему, Моргана, по-моему, ирокесский род, по-моему, или что-то вроде. Потом работу Энгельса, ну, основоположник, его обязательно надо взять. Значит, происхождение семьи, частность собственности, государства. И все. Ну, казалось бы, человек пишет работу о чеченском тейпе. Нет, ему дали сразу название какое? Чеченский тейп, сколько? Род. Период его разложения. Так что давай действуй. Вот тебе в руки топор, давай руби. Вместо того, чтобы выделить ему средства, чтобы он поехал в экспедиции, поработал по горам, там, где эти тейпы складывались. Нет, он в своем селе. Но дело в том, что как можно написать историю тейпов, что-то действительно серьезно о тейпах, если ты никогда в горах не ходил и не разговаривал с этими людьми, а ты говоришь, например, в Очкой-Мартане или там в Войтах, у людей, которые 4-5 поколение вышли из гор. Там совсем другие. Там есть тейповые эти самые кварталы. Там отношения совсем другие. Они не знают, как это складывается. Вот это род. И начал писать об этих родах. Потом с Казахстана вернули, ему сказали дополнить. Он опять. И вот это род. И все знают, тейп это род.
И что дальше идет? У индейцев были фратрии, союз родов. И тут вспомнили, значит, ученцы и ингушей говорят, тайпа тукумбуш. Тайпа тукумбу. Тукум это, по-моему, арабское, персидское слово, это семя, потомство. Например, я помню в Казахстане, когда кто-то баловался или когда на кого-то были злые, я помню, казашки, старушки, они сидели вот так, тукум хурус, в общем, чтобы семя твое это самое растолочь, вот такого типа дела. И он, ага, тукум это союз родов. И вот он написал работу. Керлой это тукум. А остальные ты, подожди. Получается, Эрла, они общий, один большой тейп, это, кстати, очень большой территориальная группа. И он называет тейпы. Тейп Эрло, тейп Никаро, тейп Моцарухо, Барой, Фенохой, Эшной, и вот начинает перечислять. То есть он называет название общей территории, а потом уже населенных пунктов. Но ты пойди в горы, посмотри эти населенных пунктов. Там в некоторых населенных пунктах было, например, 3-4 жилые башни. То есть получается тейп, что ли? Или, например, Мялви, тейп Мялви. Мялви это очень крупный тейп. Но он не тукум. И вот пишет, значит, Мялви тейп, потом он, значит, пишет Мешихой, Эртихой, Байнисхой, Коротхой, Дуз, подожди, Меши, боевая башня и, по-моему, 2 или 3 жилые башни. Эрты это больше, одна боевая башня, где-то 8-9 жилых башен. Ну, тогда в таком случае надо и Чанти тоже тукум, Хачевой тоже тукум. Потом начали, значит, придумать, вот Хачрой и там еще кто-то входил в общий вот это с Чанти. Если по этому принципу идти, получается у нас где-то по горной зоне где-то 400-500 тейп. Понимаете, в чем? И я не видел работы, говорят, уже работа есть. Но подождите, вы же сами дробите вот этот тейп. Для чего этот тейп? Тейп это не политическая организация. Тейп это память ученцев и души. История твоего происхождения. Это то же самое паспорт. Родился в таком-то населенном пункте, такого-то района, такой-то области. Понимаете, в чем? И если отобрать вот это место, откуда произошли твои предки, и все, у тебя память стирается. Вот для этого вот это все и задумано. И это делается сейчас. И, кстати, здесь, по-моему, мне говорили, что, по-моему, Чунфуец один интересовался, что он там бауфермер по происхождению. Чинха, сейчас я посмотрю здесь, минуточку. Вот эта работа у меня прервалась, которую я начал в 80-е годы, потом война, все это самое, там некоторые черновики сохранились, некоторые материалы я потерял. Вот. Как формировался тейп? Например, возьмем так, сейчас от Чинха отойдем немного выше в город. Чанта. Чанта, когда в 70-е, 80-е годы, я говорю, у меня Яхья Хасан со мной в университете учился, вот, и через него я познакомился с Дадаев Султан, он раньше меня окончил институт, вот, он работал директором школы. Они меня знакомили со стариками, потому что они там живут, и они знали, где кто живет старики. Там же, например, в Башанкел жил мой тоже однокурсник Джигу Юнуса, он тоже директором школы работал. И они мне всегда, когда я приезжал в горы, они мне помогали. Где что есть, куда поехать, у кого можно спросить. Чанта, когда я приезжал в Чанту, старики, это не старики моего возраста,
а в то время старики, которые родились на рубеже 19-20 века. Например, там в центре жил Мусаев, старик, его сын, они старше меня были. Потом, значит, Дадаев. Дадаев, Закри. Что это самое. Мой отец по твоей просьбе спрашивал, например, мужики, жил Мамакаев. Мамакаеву было за 100 с чем-то лет. Он еще помнил очень хорошо, он был взрослый парень, Дуев Ома из Зумса, который он лично сам видел. Потом, значит, двоюродный брат моего отца, он в 30-е годы, в начале первый колхоз возглавлял. Он старше моего отца был. Ну и моему отцу было 908 года рождения. И вот я понял так, старики, как они говорят. Кстати, моего отца, дяди, или моего деда, брат, он умер в конце 60-х годов, я послал, его жена была из Дзумс. Она всегда говорила, не говорила Дзумс, она говорила Дзуса. Терлои, старики, хот эриды, чемпер, чанат, чинах, чинах. Сейчас говорят чинах, то есть гласная выпала. Обычно, когда говорят хомичару, чинахару, милу, чинахару, и вот это гласное, выпадает. Чинах, чанат. Собственно, чанат — это территория вокруг, по левому и правому берегу Аргуна. Долина реки. Это самое плодородное место вот в этом ущелье. Это древняя аридная котловина. Естественно, живущие по обеим сторонам в горах, особенно в сторону Шароя, высокогорных сел, им постоянно приходилось закупать продукты земледелия на равнине, в долине. И, естественно, они спускались вниз Чанах. Чанах — это некоторые наши исследователи, они объясняют, что Чана — это место, богатое зерном, Т — это суффикс места, направитель. Чанат. Как мартанки говорят, это такое. И вот эти окружающие селения, они постепенно группировались вокруг этого центра. И это название, которое первоначально было названием какой-то небольшой территории долины по берегу реки Аргун, например, там что находится такое, Итокали, Хакочи, Хучари внизу находятся. Находились сейчас, там уже в Итокале вошли. И эти населения в горах, они тоже вплоть до границы Шароем, Зумсоем, Чанхоем, Кокота, все они называют себя чампи, когда общее название. Ну, здесь начинается, а вот по чампи иду, а они не совсем чампи. Это можно среди любой группировки разделить. Вот так создавалось Чинах. Собственно, Чинах — это жители, которые живут по обоему берегу Аргуна, в долине, и правый приток Дзусара. А верхняя часть называется Бугар. Бугар что? Бух. Основа. То есть коренные. Чуяхарнахи, Бухарнахи и Бяхтинах, как у нас говорят. Как, например, селение Боннер. У нас многие наши языковеды называли. Там был густой лес, и в этом лесу были филины. Бух, филин. Скорее всего, это произошло от названия от Буганью, то есть Бухар, более древнее селение. Второе селение, оно называется Эльда. Эльда — это буквально к реке. По-русски это Гойтинка называют.
где Чернореченский лес, в эту сторону. Элды – это которые к реке, ближе к реке живут. Али – это речка. А Буганьюрт – это корневое селение. Вот так выше, которые живут в горах, это бугры, внизу в долине живут чинхи. Потому что это чиннах. Чиннаха, я не помню, кто-то из наших языков, по-моему, это у Арби Вагапов. Мне кажется, вот это более серьезное объяснение. Чиннах это как эйн, расщелина. В чеченском языке говорят эйн, эйнчу, к реке, в ущелье. Вот это название чиннах, это буквально ущелье. Но вокруг этого ущелья, высоко, даже с Дзунсоя всегда проходили, люди спускались в этот самый Каргуну, чтобы на зиму заготовить, там, обменять свои продукты там, скотоводства на зерно, там, что-то, которое еще и доставлялось, видимо, с равнины, откуда доставлялось. И вот они объединились вокруг вот этой маленькой территории Чили. Везде такое происходит, поймите в истории. Например, когда до нашей эры складывается раннее грузинское государство. Как это происходит? В горах живут как? Там живут и раченцы, там живут и пшавы, там живут и сваны, там живут и хевсуры, тушинцы. То есть они, каждый имеет свое название. Но они постепенно, из-за недостатка земли, они все спускаются к Кургу, река Кура. Вот этот центр, в этот центр их объединяет почему? Это экономическая необходимость. Потому что в горах у них очень большой недостаток и дефицит зерна. И они постепенно группируются вокруг этой долины, выходцы из этих ущелий селятся там, и они уже создается понятие, что они единый народ, что они близкие. Формируется единый язык. Понимаете, в чем дело? Это процесс у всех народов так идет. Если это не идет, то они разбиваются на группы и исчезают. Вот так и тейповые территории, они тоже вот так создавались. Малхис. Почему вся территория называется Малхис? Первоначально Малхис это именно вот это Цайнпайда. Цайнпайда что это? Пайда это Па, это селение, это древнее название. Вот у нас идет как Па, это очень древнее название, место, где жили люди. Аули, аул, там, где живут. Дальше идет что? Кал, укрепленное. То есть обозначало все. Сейчас, значит, Па у нас осталось название только Хюр, то есть центральная площадь по населенному пункту. Цайнпайда – это цая, бога огня, солнца, селение, место, где он живет. И это место было Мелхис. Есть это понятие в диалектах у нас идет не только край, но еще место обитания, территория. Почему сложилось это? Потому что там происходили очень интересные в древности, даже когда первый раз я сам наблюдал, это очень удивительное явление природное, потому что, видимо, это в году бывает определенное время, когда сходит солнце, еще ночь стоит, первые лучи попадают на вершину горы, вот я сейчас название сейчас сразу вылетел, это в Ингушетии, ближайшая гора, Арбхинском ущелье, там ледник. И вот, видимо, как-то вот этот свет, луч отражается, и он падает. Он не освещает вершину этих высоких гор. Он попадает прямо в середину долины, вот эту небольшую возвышенность, которую они назвали Цайнпай. Ни гор, ни неба не видно, все черное. Это то, что я сам наблюдал в 70-е годы. Могу вам сказать точнее, в 73-м году, мая месяц. 2-3 дня мы смотрели за этим явлением. Вот. И только потом, такое ощущение, как будто с прожектора как осветили это место. И после этого уже начинает все прояснять. Уже
Если есть в небе облака, то получается как аппликации там светлые, и чем дальше к западу, они, значит, розоватые, потом темно-розовые, потом они синеватый оттенок, и вот так вот. Для местного населения это было так, что солнце встает вот с этого места. Это как раз есть Сайн Хайда. Место жительства, вот это бога солнца. Это именно является Мелхис, это культовое место. Вот. Например, у нас обычно в книгах наши этнографы почему-то писали, вот в древности ученцев было принято воровать трупы из солнечных склепов. И вот в Мелхисте они построили забор. Ну, даже сейчас, если там осталось, сейчас, по-моему, там людей не пускают, забор-то, там остатки забора есть. Но этот забор-то не вокруг склепа, этот забор от склепа. Этот забор, как раз вот эта башня, которая сохранилась в центре, от нее там рядом остались как вход на эту вершину этого холма. И этот забор до обрывов, он окружал именно вот это поселение. Склепы как раз, они за забором, их никто не охранял. И вот эта идея, что трупы воровали, это тоже какая-то высосана из пальца. Потому что возьмите и Майста, и везде в горах эти склепы не за забором, они стоят отдельно. Например, в Эрстелла, Майст, там есть склепы, которые рядом находятся с комплексом, и есть склепы, которые находятся внизу долины, и есть склепы, которые находятся в лесу на другом склоне горы. Их никто не охраняет, потому что склепы и трупы никто не воровал. Там до этого не доходило, чтобы воровали трупы, понимаете? И кому эти трупы они будут предавать? А после этого как они там будут жить, если в то время была не отдельная семья? И не несколько там двоюродных, троюродных братьев, а весь род мог подняться. И тем более в этих склепах хранили потомков там, через 100, через 200 лет человека, который этот склеп заложил. Представьте, какая-то группа людей. И вот это Мелхис-то как раз те селения, которые находятся в горах и вокруг, они объединились вокруг этого ущелья. Поэтому там какое Бастилан входит в Мелхис, и, по-моему, Корилан, есть Турбинная гора. Корилан, по-моему, там все эти селения находятся, начиная от Байниста и вплоть до, ближе к Аргуну, уже в Кортах и, сейчас вот на слух я не помню. А Бастилан там находится два. Басти и Оми. И на правом берегу Аргуна находится Баст-Хайхи. То есть несколько десятков селений в это общество входит. Некоторые селения, например, Дуги даже, не знаю, развалины я осмотрел это селение, видимо, это в 18 веке во время землетрясения. Там полностью руинировалось. И выше уже в сторону Шатили, два селения, это Джари и еще одно селение. И вот здесь вот тоже, понимаю, но сейчас я не буду лингвистически разбираться. И вот это объединение. Чинха. Вот молодой человек пишет, что он расспрашивал там с этого Гара. И называет, значит, Гары Ушкалой, Гары, извините, дорогие мои. Там, может быть, уже несколько родов от этого Уши распространилось. Потому что эти селения, судя по их постройкам, они более 300-400 лет. А поколение, если мы взяем стандартно, это 25 лет. Ну, возьмите 25 лет. 7 предков. 350 лет. И тут все 35, так? Если я не ошибаюсь, в арифметике.
То есть это никак не может быть гаром, понимаете, в чем дело? Эти башни очень древние. Например, во время войны, когда там самолеты убили ракетами, открылись подземные склепы. И люди удивлялись, они никогда не знали, что там есть склеп. И старики, они говорят, мы помним, мы детьми были, там, в 900 году, в то время, там старики собирались, молились. Например, это самое, уже в сторону Дзунсоя, там Духар селение. Кстати, Бугар селения нет такого. Чинх селения нет. Дзумса селения нет и никогда не было. Это когда во время советской власти административно вот эти создавались единицы. Вот. Население уже маленькое, потому что люди старались при первой возможности уехать на равнину, и они их объединяли сельсовет. И был создан Дзумсоевский сельсовет. Но это не было Дзумсой селение. Они просто назвали Дзумсоевский сельсовет, и как Дзумсой, хотя это селение называется по-другому. Бугароевский сельсовет. Но сама Бугар — это территория, когда поднимаешься выше, значит, Балгеты и выше поднимаешь Эжни, вот туда. Это вся территория, Бугар умирает, все, кто выше лежит, это Бугар называется, то есть основа. Потому что в древности люди жили на высотах, высоких местах. И только летом они спускались в долину. Это было и в Грузии, везде, где есть горы, был процесс. Поэтому население долин – это выходцы не из одного там места, а селения, которые находятся выше в горах. Они спускались вниз. Постепенно строили населенные пункты, типа как вот Уши, Точи, Дани, Дени, и оставались. Некоторые места названия не давали такие. Например, видимо, Базанти, Билбаси, Мужикелли, может быть, Козни. Но там, где есть хал, там обязательно идут башенные постройки. И вот это селение, значит, когда через Аргун переезжаешь мост, первое Цеха селение, по правому берегу Аргуна. Вот, и идет дорога наверх. И там, значит, на подъеме уже находится Балгет. Балгет это там было полностью развито. Цеха сохранились, там первые этажи домов еще башенные постройки. Кстати, очень крупные жилые башни там сохранились. Балгет. Бау это боевая башня. Она очень давно разрушена. Название она осталось. И вот когда самолеты бомбили, и вдруг там, значит, плиты вот эти сместились, и оказывается, где старики там делали намаз, собирались, и всю жизнь они ходили по могиле. Подземный склеп. Я сам смотрел этот склеп. Или, например, Тухар, о котором я сейчас говорю. Когда вернулись с Казахстана, там, значит, дорогу власть не строила, и местные жители скинули деньги и пустили бульдозер. Бульдозером они прошли и зацепили склон. И показались могилы. Могилы, подземные склепы. Там и кости, и все там находятся. Ну, некоторые вещи, конечно, там и детвора, они растащили. Но оказывается, и Эста, и Дукара, вот эти склоны, когда эти склоны полностью забиты подземными гробницами, склепы. Притом кладка у них идет как-то стрельчатое вот это сужение. И самое интересное, у них еще как бы идет небольшая камера перед отверстием, куда тело, видимо, заносит. И местные жители, старики, там были еще живы люди, которым было и за 100 лет, они помнили с детства, что там, им там очень красивый этот самый склон, очень хорошая трава там растет. Оказывается, там старики, там и молиться собирались, там недалеко мечеть была построена, и никому в голову не приходило, что там внизу находится могила. То есть это очень древнее все построено.
И вот когда вот эти люди, название Чинг, и вот это Чинг, когда общее представление, потому что они экономически все связаны с этой территорией, и когда они выходят за территорию, они обычно говорят Мичару, Чинхару, Чинах. Это до Михала и до Чанха. Вверху находится Гутер. Гутера люди спускались, они обычно крайнее селение, они трудно их различить, потому что у них были кровные связи. Они женились, выходили замуж. То есть контакты были не тейпа с тейпом, а ближайших селений. И Чинг с Гута переселялись тоже люди, они тоже участвовали в создании этой группы, потому что этнографическая группа тейп, она была не закрыта. Часть оттуда переходила ближе к равнине, Михал. Михлах, например, фамилии некоторых, когда спрашиваешь, еще в 70-х, 80-х годах, они тейпа Михлой. Но они помнят по преданиям, что у них предок был Сгутер из Гухой или Чинхар. Вот так же происходит это вторичные тейпы, например, как шатоевцы. Шатоевцы, среди шатоевцев, это выходцы из высокогорья, когда переселялись. Естественно, они селились туда, из Шар-Аргуна. Поэтому, когда говорят, что Гучинги это отдельный тейп, вот я это самое, ну это куски кальки, которые у меня сохранились. Так, сейчас я скажу, что это у меня здесь такое. Так, вот, если видно, да? Вот в середине, вот этот, условно, я обозначил территорию Чинг. Так? Правильно, да? Потом, значит, это территория Зумса. Дальше уже ближе к Шатою. Вот это территория Чарта. То есть это территория тейпа, это не селение. И сейчас, если мы начнем говорить, значит, что вот я тейп Гучинги, ну хорошо, завтра, значит, получится тейп Гучинги, Башинги, Мюсткаллой, Вергилой, Тумер-Эркой, и начнутся все это. Вот этот процесс сейчас пошел. Он не хочет общего, он хочет отдельно по своему населению называться. Может быть, это для личного самоутверждения. Но поймите, это идет развал. То есть сейчас идет процесс деградации. Понимаете, в чем дело? Кстати, вот это вопрос, который спрашивал, это самое Баухоймер. Баухоймер это находится буквально у границы Дзумсой. Там находится боевая башня. Если поехать на машине, Чинхар через Ушкалой, и вот эта дорога идет над Зумсой, и вот когда уже проезжаешь вот это Дукари, все, вот, и вот эта боевая башня наверху, вот это Баухоймер. Потом тот молодой человек спрашивал, что говорили, что его предки вышли из Баухоймера. Ну, Баухоймер это не горы, это название селения. Кстати, из этого Баухоймерка, наверное, сейчас, не зная о существовании друг друга, наверное, есть несколько родов. Но сейчас уже никто не знает, кто из его рода. Сейчас уже даже неты не знают друг друга. Хорошо, если троюродного брата знают, четвероюродного. Я говорю, сейчас, но когда мы с Казахстана вернулись, отец знал троюродных, четвероюродных братьев своих. Они были разбросаны. Когда там, например, тезет или что-то, он ездил, вот он был старик, он это помнил. Жили в Серноводске родственники, в Самашках жили его троюродные братья. В Русмартановском районе жили родственники там. Но я их уже не знаю, и они меня не знают. Хотя это до Кавказской войны, это соблюдалось. Это для того, чтобы люди знали друг друга. Чтобы случайно не было неприятно. Чтобы случайно друг друга там, или убийство, полное место, чтобы не происходило. И кроме этого, это было самоутверждение, потому что они знали, в случае чего, кто к ним придет на помощь.
Например, в начале 80-х годов мой троюродный брат сделал аварию, там погиб ребенок. Он вырвался из рук бабушки, побежал, как раз ехал автобус, и вот попал под это. Большая трагедия была. И вот когда подняли вопрос, чтобы не было кровной мести, ну там свидетели с этого селения, они все заявили, они как раз там присутствовали, что водитель не успел, он затормозил, но уже было поздно. Но все равно надо было традиции соблюдать. И туда все, кто узнали, приехали там, и с Аргуна, и еще какого-то района, из Ачкой-Мартамского района, Урус-Мартамского района. Приехали те, которые вышли из Баска. У Баской уже несколько родов развлекли, они друг друга все не знают. Но во всяком случае туда приехали старшие мужчины, взрослые, и людей было более 100 с чем-то человек. Это люди, которые в других ситуациях, они друг друга не знают. Но это были взрослые в основном. Так что род, он постепенно, род это двигается все время. А этническая территория – это постоянно, это название вот этой территории. И если ты заявляешь, не ламру вац, я чем помню не ламру, значит ты отказываешься от своих предков. Значит, как это говорил Расул Гамзатов, если ты в прошлое выстрелил с пистолета, будущее тебе выстрелит из пушки. То есть вот чего мы добиваемся. И когда мы говорим равнинных тайпов, нет равнинных тайпов. Есть люди, которые выселились из гор на равнину. Выселились из Галанчорского ущелья, выселились из Аргунского ущелья, Шаро-Аргунского и других ущелий. А вот на равнине там тайповых территорий нет. Но они старались, выходцы с одной тайповой территории, селиться вблизи друг друга. Поэтому до Кавказской войны возникали небольшие селения. Там, например, Дзумсуай, Отар, Дзусай, Отар, Гендерной, Бедной, Чинхой, как вы это, например, говорили, между Шами и Юхном Валериком, это Галгай, Засинская Талида. Но они все объединялись как родственные группы. Они называли себя из той местности, которая была в горах. После Кавказской войны их разъединяли, сбивали в кучи общих селений, чтобы было легче контролировать. И эти названия исчезли. Единственное, например, когда создавали вот это поселение Халхмар, русские его назвали Урус-Мартам. Почему? Потому что там находилось более 30 населенных пунктов. А одно из них называлось Орсуэмар. А Орсу это что означает? Орсу это жители лесистых гор.